Sveiki, draugai! Sveiki, laba diena. Olegas ir Mariana Ісу Суюмсі. Привітання, сябри! Олег і Маріанна з вами тут зараз. Сёння мы йдемо на прогулку, а сёння у нас апошні дзень студеня 26-го году. Який видався, вау, таким уже ён видався. Морозным, снежным. Вось і зараз, скільки у нас? 14 было. 14, может уже 15. Сегодня неделя. Мы идем на прогулку и хотим и вас запросить пройти с нами. Мы хотим поглядеть на реку Вілію, тому мы зараз вот стоим на такой высокой пляцовке, и поза нами вы можете бачить унизе, там протекая Вілія и вулиця Майроню, так? Так, да. А далей там Ужупіс. И далей Ужупіс, и так далее. Мы туда спустимся, мы хотим покормить качек, мы хотим снять реку Вілію, может дойдем до того, где она упадает у Нярезну, так? Але мы уже не дойдем, если замерзнем, потому что мы уже в Бернардинском саду, там, где наши качечки, может, они там живые и живут, мы их покормим. У нас планируем так само пикничок. Але я что хочу сказать, что сегодняшнюю прогулку, менавіта я и Олежка долучается ці не. Я мушу ведаць, куды долучаться. Звычайно. Долучайся куды. Папярэднюю мою прогулку до Белого моста я присвятила двум Владимирам. Тады было 25 студеня. Сёння, 31 студеня, у такі люты мороз, я хочу присвятить гэтую прогулку менавіта украінцам і киевлянам, усім, хто зараз замерзаю и отогреваются здесь в палатках, замерзают в своих домах, без тепла, светла и воды, и якія не могут мець асалоду от гэтых морозов и зимы, на жаль. Тому ну, нібыта крыху легчэй стало, там нібыта аднаўляюць эту всю коммуналку. Ну, добра, тут как бы спынились там примирения, але все равно какие-то атаки идут, и только до 1 лютого, а завтра уже 1 лютого, будем сочить за падениями. Ну, ты долучаешься до такой прогулки, что? Я да, да. И так само хочу присвятить и птушкам, качкам і усім жывёлам, якія зараз таксама мерзнуць. І давайте не забывать про іх, хто можа ставіць кормушки, подкармливать і падтрымліваць вот у гэты цяжкі перыяд наших братоў, наших меньшых. Ну все, зараз пойдем спускаться до Вілії. До Майроні спочатку. Мы спустились до Вілії. І, як можна побачити, були здивлені побачити, що Вілія, эта речушка, тяче вовсю. Пойдем далі. Там вон елку они столевали. Столевали елочку там, да, ялинку. Ну, ось, так ось, я хочу виправити свою помилку, яку сказала раніше. Сьогодні не неділя, а сьогодні субота, конечно. Ось, апошні день студеня, але не апошні день тижня. Наперед апошні. Ну і ось мост, який веде в Ужупіс. І зараз я, конечно, на нього узойду. Мы любим мосты с вами. И сдымем эту Вілію. Вот и такие вот ялинки какие-то снегом покрытые. Ну, вот тут есть брешь в этих вот, менавіта по центру. И вот так выглядая. О, так тячэнне. Нават такое, як заўсёды хуткае. Там сонейка отражается. Ну, вот такие береги.
А зараз поглядім у той бок. Ось уваход в райончик Ужупіс. І менавіта тут ми святкуємо, звичайно, День Святого Патрика, до якого вже зосталося зовсім недовго чекати. Тільки лютий прочекаємо, і там уже і полова соковика пройде. Ось, глядіть, як виглядає. Ну, русалочка ось. Як виглядає русалочка у нас заснежена. О, у морози. Тут така знакомита русалочка знаходиться. І ось так, глядите, вот как бы тут поворот робиться рекой, да? І ось само течение, ось насамрэч, як подо льдом все это тече. Я думаю, и подо льдом так само. Ну, такая трещина. Ось там ялинка была усталевана, там кафе, де ми колись мели пікнічок. Ось туди Ужупіс. Ну, а ми накіровуємося вздовж Вілії. Вздовж Вілії, вздовж гэтага, вот, глядите, якое сонце, і якое надвор'е. Цалкам сёння мороз і сонце, день чудовний, ось можна сказати. Ми вздовж Вілії пойдем, і там почнуться наші діаспори качок. І наша буде скамеечка для пікнічка, ну поглядим, як буде. Вон погляди, я тут бачив цікавий мов. Вот, оказывается, написано по-белорусски. Зарчанская республика по-белорусски, потом по-габрейску, потом Республика Заречье. Республика Заречье, это по-украински, и потом Республика Заречье по-польски. Ну, гэтага раней не было, мне тут здаецца, по-літоўску, мне да. кажется, это додали. Can you take a picture of me? I can also take you if you want. Take this. Я ще раз покажу, сошла с моста. О, это такие сосульки чи что там? Почекайте, что это вот это? Зараз Олежка подойдет, он там фотографує по просьбе. Глядите, коллега, ты знакомитый скамеечки, какая висит там. Установили ялинку. А это что, сосульки там? Нет, намерзли? такая, как бы, Не? композиция. Композиция, с, типа сосульки. Такие, да, такие. Типа Не, мне кажется, веревки, Это не? блескучие ленты. А, такие блескучие прозрачные, ленты. які отбивають Ага. різні кольори. Ага, ну так они под сосульки косять. Ну ось так виглядає, як там Вілія, ось вона там ширше, а тут вот так сужається, звужується і тече далі. У Нярис. По-йорськи тут було таке знатне відзначення Нового року. Угу. Глядите, повна луна. Яна ще низька, але цалком от кругленька. І потім буде підніматися вище і вище. Ідемо далі. Ідемо вздовж Вілії. Бернардинський содор. Итак, мы подходим, ось там Анна святая, еще с кем-то святым. Но я как бы вы разумели, где мы идем, уздовж Вілії, наш шлях. И тут, видите, она разлилась, это Вілія. И частка покрита льдом, а частка там протекає. Ось, бачите, где мы, как пригожи, глядите, они осветляются сонником, можно сказать, заходящим, потому что где-то 4 годины. Ну и мы повернули, куди, скажи, коли ласка. Я не знаю, як це називається. Ну, мы повернули. По руслу мы повернули, да и все Вілії. Да, поза гэтыми. Тут вот Святая Анна, потом вот францисканский. А костел, этот какой? потом это францисканский. И вот
Никак не разберусь с этими костелами, этими машинами. Бернардинский сад. Ага. Зараз тут такий мостик, де нас колись здимали, робили на это фотосесію. Такі ми перший год. Там дівчинки, журналістки. Дякуємо. А во, глядите, який муральчик тут. Так это були Хто корпус это? кляштара, це кляштар. Він зараз перероблений для людей, живуть люди, Ага, ага. Це був кляштар. А кляштер это что? Монастир. А, монастырь. Ага, ага. Ну, я чула такое слово. Ось. И там такие, вот, глядите, кто это там Це цветы? монах. От. Монах. Ага. Монах. Ну, во, и тут Ось типу такий ізумруд. я завсюди показую речку, головну героїню Вілію. На усіх етапах її поворотів льосу і русла. Ось оттуль ми прийшли, а зараз поглядимо інший бок. З мостика з гэтага. Ось ми перейшли на інший бок. І яна ось туди от. Уже криху вже тут изгиб, а зараз вже правей. Ну тут как бы ось, гляньте, у меня голая рука навод. Ось тут такой как бы плыня или как, затишье. А далее лёдик. И вот мы идем до того уже мосту. Там, где мина стоит. И почнется уводим у Бернардинский паркас. Итак, кто это там на мурале? Ой, ми здогадалися по назві цієї вулички. Так. Вона називається Святий Бруно Боніфаціо. Це такий святий католицький. Вот, и он тут, видать, это его не выява есть. Он какой-то был осветник, был с книгами. А может это и вон этот вот? Не, Нет? не. Не. Окей. Он это был протестантом. Ну, ясно. Добре. Ось з того мостика я зняла. А вот зараз, глядите, тут он что, зеркальный просто-напросто? Да. Вот видите, это не прозрачно, это не вода. Это лед. Это лед. Так тут виглядає. Він який прозристий, Ну, да? Тут просто у речки, тут, видать, и ил, и рослины. Ил, такие, рослины, они и все вот как бы камыши, как и- в янтаре. Да, оно так вот. Застыло там. Несколько разов, видать, вода заливала лед сверху, потом замерзала, слоями отрималась. Бачите? Угу. І який колір ти кажеш? Якого кольору Ну, этот такой льодик? Зеленый, желтый, шерry, вот все такое. Вот всё такое, разное. бачите? Мне пригоже. Пригоже, да. Мне як мастаку, мне пригоже. Да. А ворони, я вже чую, кричать, просять кушать. Ну, ось вона міна. Ось он мужик в піджаке. Ось воно дерево, а ось вона міна. І ми дійшли до гэтага уже мостика. И, конечно, я хочу. А что тут написано вот здесь вот? Ну-ка. Назва Назва какая? Будем ведать. Флюксус. Флюктил, то есть это мост Флюксус. Вот. Мост Флюксус. Это мина, наверное, да? Что такое Флюксус? Вот. Увоход же, памятаете, он такой с крышей. Тут же это мастацкая некая гимназия. На вот ось у выходные дети идут, уже дорослые. Там видно, занятки мають. Вот, глядите, з моста, як виглядає Вілія. Взад, вон там, де Анна. А зараз давайте перейдем на ось уже Бернардинский паркас. Мы у яго скоро ось там ось калітка, ми войдем і пойдем. Вот уздовж. Там так пригоже глядится. Вот вороны, птушки. Тут ранее жила такая диаспора качек. И они тут... А те они там не на берегу. Они не на березе качки, не? Нет никаких качек. Нету, нема качек, да. Ну я так бачу. Флюксус, перекладчик дає, що це поток. А, поток. Ну, Значит, мост поток называется. Угу. а это же Мастерия, это Мостовское ущелье. Ну да, я уже сказала. Такое И так пригоже вот древо, да. Здесь так вот такой дугой, такая галина великая, такая прям над рачушкой.
Ну, ось такий льодик, все у льодику. Але бачно по центру, ось все-таки, вот там вот все-таки протекала папа, да? И замерзла. Ось был. Там, яку я бачу, А там живу есть, да. воду. Пойдем Ну, туди. давайте, будем выходить у Паркас. І ось я увійшла. Пусти машину. Я увійшла в Бернардинский Содас. Но мне спокойно не дают увойти, машинки ездить. Вот остаются позади это брама. И вот этот мост там позади. Ну, что ты скажешь, что где эти качки? Те есть? А я сподіваюся, там какие-то есть для них родички, такие прогаренькие, они там где-то пасутся. Ой, сябры, ось я иду, и у меня уже замерз нос, щеки. Уже это, как говорится, знаете, як мы кажем, такий мороз, что сопли в носе замерзают. Ось, уже наближаюсь до такой А ситуации. ты видишь, какой белушки сопли? Ну, не ведаю. Сморкачи. Ой, сморкачи. Ну, логично. Сморкаться, так. Есть такое деяние. Ну, и сморкачи ще покуль не зовсім, але наближаюся. Сморкачи перетворились и- уже в ледышки. Сосульки. І я просто так, как бы мы зараз усміхаємося, але все-таки мы ведаем, что нас ждет теплая квартира, мы вернемся, отогреемся и так далее. А я все одразу хочу все-таки увесь час нагадывать и себе, и вам, а як там люди в Украине, у Киеве, покуль им, и они только поспеют наладить какую-то там эту энергоструктуру, як вони знову її, так хочется сказать, розхерачивают. Да. Ось, і потім я не знову. І ось і президент України, тут і до його некоторі тут критично все. Ви попробували би самі, і у тим ліку і мер там Києва, этот Кличко. Ну, люди молодці, ось українці мені чим подобається. Пам'ятаєш Майдан? Яны вельми здольные к самоорганизации. Скажи, вот эти палатки, вот это все, они это... Ну что, я пошел, вон есть. Что, качки есть? Да. О, добре. Так що яны заўсёды могут самоорганизоваться. Это вельми каштоўна. Здымем, як Олежка будзе кормить качек. Ось. Пайшоў Олежка, спусціўся. Там ёсць. О, вон яны. Не? Да, ось там такая полыня. Не ведаю, як по-беларускай. Вось яны пачынаюць падплываць. Пачынаюць падплываць. Тут вот на скамеечкі, нягледзячы на все, і гуляюць. Ось, нават вон з палачкай ці што. І сидять нават на скамеечкі. І ось по тым березе ідут люди. Зараз паспрабую наблизить. Мы специально набыли 2 батона и взяли с собой. Там идут гулять. Пусть в историю уже мою попадут, в мой видик. Это великий гонор тых, кого я заснимываю. Я лечу это цудоўно попасть, как бы называется, лови момент, catch them. Вот они сейчас спынились. Ну, хай я их вот так сниму. Вот так. І гэтыя людзі пайшлі крыху. На жаль, я не бачу, как бы, ну, узрост, пол, кто там, мужчына, жанчына, мне здаецца, так? Ну, але калі маладыя ці старыя, не бачу. Я такого мелкого, мелкие детали не бачу. У цэлым бачу, что этот, как его, что есть человек. На белом снеге, конечно.
І ось коли працягнуць крыху пра самаарганізаванасць украінцаў, калі мы былі на Майдане, а мы там былі, і мы сустрэлі там 2014 год. І былі там 2 сутак. Калі там стаялі эти палаткі, все. Якія малайцы украінцы, як яны все арганізоўвалі. І ахова была, у них называется охова. Ось, былі такія курткі, на іх было написано охова. Это были еще просто люди, это не были там МВД, КГБ и іншие аббревиатуры, там какой-нибудь там спецназ. Ось, это были еще доброохотники. И были котлы, и подвозили, ну, я тут хочу сказать, что вот гэты Майдан падтрымлівал весь Киев. И там и правобережные, и левобережные, и бизнесмены, они подвозили на машинах усё гэта им, ну, продукты, ну, трэба ж было и спички, ну, все, столько мелочей розных, да. Нават цигареты подвозили, потому что мужики, якія там ахоўвалі этот Майдан, некоторые из них, может, курили, хлопцы, они им и гэтым забеспечили. И, конечно, все продукты, все. И там заўсёды была и гарбата гарачая, и кава, и борщи варили, и супчики, и каши с мяском всякие, и, ну, просто цудоўна яны самаарганізоўвались, нікога не чакалі, хто ім што мусіць сказаць, і гэтак далей. Яны все рабілі самі. Ось. І такія малайцы, крыху покажу вот так вот. Ой, глядите, как холм глядится. Ай, заходящее сонечко. Как будто золотая осень. Скажите, как будто листья рыжие. На самом деле, это голые галинки, осветленные сонейком. Там парк. Мы крыху еще далей пройдем, я думаю. Ось. Так что, и я узгадываю так само, ведаеце, калі мы з дзецьмі давным-прыдаўным-прыдаўно на машине с 3 сынамі мы ездили ў Крым з Менску до Крыму на машине. У нас еще был такі фордик старый. Як ён вытрымаў туды і сюды дорогу, колькі там 1000 километров. И мы там взяли 2 палатки, одну для детей, другую для нас. И, значит, столик у нас был, какие-то стульчики складные. Какая-то была кшеварка, что-то такое. Ну, короче, грошей не было здымать, где-то расселяться. Где же это мы были? Не под Судаком. Вось, мы были недалеко от Хамелеона. Забыла это вот место. Там такое как бы поле. Ну, и там был автостоянка, автолагерь. И можно было эти палатки. Там великая территория такая. А потом степь. У степи был такие драўляные прибиральня была для мужчин, для женщин. И раницами туда выстраивалась черга. Так было стыдно стоять в этой степи, в этой черзе, как сходить в туалет. Ну, вот, и вот мы тут стоим, кожны свои палатки, что это ходят на пляж, значит, купаются. И вот Олежка уже закончил, да? Ой. Ну, як яны? Добрый аппетит у них. Сярэдні? А, ну добре. Тоді не так буду переживать. Я прости, Берите, покажи, как пригодно. Так я вообще, да, зняла. Ближе, да, пойдем. Олежка, я тут стою и сгадываю. И дальше протягни мой, значит, расповед. Гляди, я узгадываю Крым. Я протягиваю про самоорганизованность украинцев. Крым,
палатка. Где это мы стояли? Там с детьми, коли две палатки, у одной дети, у другой мы. Как ты была? А, вот, Коктебель. Я все это, что-то говорю, не судак, ну что-то такое. И мы, значит, сами там, а потом ходили на пляж. И вот в один день, мы там несколько дней, может, тыдень стояли, так? Да. Жили. Просто мы жили там. Вот. Готовили, куда-то ходили тоже. С дорогой 10 дней. С дорогой 10 дней на фордике, так? Так, Ну вот. И однойче мы просыпаемся раніцей, ну, покуль возюкаемся там. Глядим, подъезжая автобус. Далее рассказывай. это в Харлах было. Это Не, это было там. Это было в Коктебеле, в Харлах не было. вот как когда мы ехали в Хурлы, вот мы поехали в Хурлы. Не. ночевали, Ты, а он- папуся, ты путаешь, значит, ты блытаешь. Я тогда протягну. Значит, подъезжаем, мы в степи в этой сидим, с палаток вылазим, коли там это. И, значит, приезжая автобус перед степью, вот там стал, такий карус червоный. Там так само И приезжал. оттуда вывалили, значит, вываливаются мужчины, женщины, дети, такой целый автобус, такой карус. Ой, так пригоже. И начинают сразу, не просто там, они там ля-ля-ля, а сразу там какие-то, и на пляж. Они починають щось робити. Що вони роблять? А яны достают. Быстро перед автобусом он так стал. И устанавливают котлы, один, второй, там что-то ля-ля-ля, горелки там. Казаны такие там, бабы там, это продукты, мужики, эти казаны, все это инфраструктуру. Значит, потом они думают, что и что далее. Потом, значит, частка дорослых там мужики, не видно, усталевали и пошли на море с детьми. Как-то их так раз они зашли. А женщины дежурные, я так разумею зараз, дежурные, как бы назначенные, они так по черзе, я думаю. Вот. Они почали возюкаться вокруг этих казанов. Там огонь откуда-то, все, продукты. И они давай огромные 2 котла, давай варить. У одним першее, ну, видать, борщ украинский, а у другой второе. Ось. И, ось они, ось наша диаспора и наша скамеечка. Мы еще ту кормили диаспору, а до этого мы еще не дошли. Глядите, сколько их тут. О, и они настолько организованы, это все. Пойдешь? Другий батон? Шевели батонами и кроши батон. Ты на кого будешь крошить батон? Вот на тих? Альбо на тих? Ось, я так люблю пожартовать. Люблю посмеяться. Просто нема сили уже. Мне так не хапає гумору, смеху. Ось, у нас такий був канал, да? Країна для життя. Я хочу, щоб наша країна була країна для гумору, для смеха и для усмешек. Мне уже надоело все серьезно, все, вон, вы глядите, вот бегут. А скажите, нет, торпеда бежит, а трудовые резервы? Трудовые резервы бегут? Бегут, все бегут. Цудовно. Вот это я понимаю, чем лежать и пыхтеть на диванах, или как это сказать. Ну ладно, по-российски, на диванах. Забыла, как диван. Я ведаю, что диваны это ковры. Все. Ну вот, и значит, все серьезно. Все у нас ніколи. Вот я гляжу, на що бегут. Я гляжу, что это в Україні, это 95-й квартал, протягивая жартовать и стебаться и над Зеленским, и над іншими всякими ихними діячами. Вот, глядите, як. Это уже за трудовыми резервами какие-то отставшие, примкнувшие к ним, бегут, добегают, догоняют. Все подвергаются и этого заокеанского товарища, и кремлевского товарища, а уж нашего, як яны полошит.
нашого ой, товариша так само. Ось. І одна країна, один народ, одна національність, яка нікого не полоща. Все серьезно, все это серьезно, все это самое ля-ля-ля-ля-ля-ля. И только про себя любимых, только про себя любимых. И все это вот, мы молодцы, мы такие хорошие. И в 20-м году мы не за, ну, супроть, как бы, режиму змагались, и как бы за новую Украину, а мы змагались, и эти троица это выходила и казала в своих промовах: посмотрите, как на нас весь мир смотрит. Нами все восхищаются. Мы працевали на звонковый свет. Вот как на нас глядели, нами захоплялись. А то, что мы ничего не робим, то, что мы потерпели поразу и ничего не добились, это похрену. Нам головне, что на нас смотрят. И зараз мы ходим, красуемся. Головне, как бы нами восхищались, и мы сами будем гонориться. Ось. А самоорганизоваться как украинцы слабо нам. Ось такая. Ну такі, ну що мені, наприклад, робити, как бы, чого чекати? А нічого. Я тільки одно, все вже зрозуміла. Як в 2010 году, після розгону 19 снежня, я зрозуміла, що все, Україні і Білорусь, зміна улади праз вибори скончена. Ніколи не магчыма. Просто больш ніяких выбораў і сапраўдных і ніякага змены чагосьці немагчыма. Я это поняла 19 снежня, зразумела, 2010 года. Так і зараз я ўжо давно разумею, што пры гэтых героях, лжегероях, лжепалітиках, якіх называецца «мы ж за яе прагаласавалі», мы Украіну не вернемся. Я особисто. И не вернется большая частка белорусов, а головне, они сами навіть не збираються вертатися. Яны уже себе будують це життя за межою. І більш того, їм нема сенсу. Їх ніхто не чекає. І нічого вони не зможуть зробити. Вони це самі вже давно так само зрозуміли. Тому вибивають гроші, накаплюють їх. И как бы, как этот Паниковский, когда они пилили эти гири. То есть, а последний час, или сколько там, Паниковский уже делал вид, что пилит эти гири, а Шурику говорил: пилите, Шура, пилите. А сам делал вид. Вот то же самое. Давайте, белорусы, вы так бы сподеваетесь, как бы змагаетесь, вроде штосьці чекаете чагось. А ми вже давно робимо вигляд, що ми щось для вас робимо, або щось для вертання, щось для країни. Вот такая вот у нас опа. Как говорится, whether you like it or not. Тим часом ми підійшли до інших скамеечок, ось уже, глядите, для іншої порції. І що ми бачимо? Тут є ще одна діаспора, так? Вот колония прям. Вот ось она. Ось она. Сидят бедненькие. Дайте я наближу. Напышившись, так вот сидят. Уткнули там носики или нет, я не бачу. Но я ранее бачила. И они бедненькие это. Кто на людике сидит. Вот, глядите. Ось там есть еще кольки. О, гляньте, какие. А? І далі шмат. Это они с Няриси, напевно. Криху сюди переселилися. Бідні. А, вон там далі. Угу. Зараз пройдемо. Вот близко, близко. Вот близко. Я тут не хочу их испугать. Они как бы выше поднялись. И вот они. Вот, пошло. О, перелегла. Типа там теплее. Та встала, перелегла на ее место. Зараз. Та приподнагрела.
Гляньте, не может улечься. Вот думает, что вот там может теплее. Опять полежит, опять переползая. Глядите. Вот так. Это киевляне, это украинцы. Это символ. Символ терпіння, змагання, як переживать холоды. Вот они. Весь час, гляньте, перемещаются с одного места. Ось. Я не уявляю, як можна там так холодно на этом всем лежать. Ё-моё. Оп, полетела. О, это эти полетели, так. А, там Олежка стал бросать, и восьмины туды. А эти млени не поднагрели уже. Приподнагрели. И тут уже. А те туды. И это. Так. Ну. Крякают потиху. Вот. Ось так. Эти подходят. Вот так. Что-то еще в снегу, главное, клюют. Господи, что-то можно клевать. В снезе. Бедные. Вельми мне и птушек, и качек, и живело у лесах. Вельми шкода. По землі замерзлой, не проскочишь тихо. Это для тих, хто не вірить, який у нас мороз. Идем далее, что мы бачим? Целую колонию. Папусю тут, оказывается, ось кормит. Вот. Во. Восьяны. Потому что тут больше проталинов. Водички заховывается, что тече вода в ярок тут. Ось, и это... Тече вода у нерисок. І яни тут, ось, глядите, кольки їх. Ось так, дайте наблизим. Ну, як яни тут? Да. Так. По снезе ходи. Ну, хорошо, а вот в воде. Я, конечно, разумею, что это природа, и что они пристосованные, у них так созданы, там, перышки, там, эти жировые всякие там прокладки, что вода там, как с гуся у них, да? Как с гуся вода, говорят, стекая. И они не намокают. Все уже, все, нема Соника. Нема, глядите. Соненька зашло, и прихожусь, и такой нема. Добро, что я поспела заснять. Ну, покорми, там будет великая колония. Давай. А что? Ну, там будет много. Да, ось там идем еще больше. Давайте. Ось я где все, оказывается. Ось я и хотела сегодня не на Нярис идти. Все равно еще морозы тримаются, и мы еще поспеем и на Нярис несколько разов сходить. И вельми хочу застукать Нярис на вскрытии. Шахматы. Вот шахматные столики. Коляж, это уже при выходе уже просто-напросто такие. Уже не в забаве, уже в падении это Вилли Нярис. И вот давайте подойдем, поглядим, что здесь робится. А вот, гляди, папка, ему что-то насыпали. А яны сюда не это. Во, глядите. Ой, они все полетели вниз. И, конечно, хоть я и разумею, я скончу свою думку, что я хотела сказать, что у них все это
Ну, все равно, ну неужо нема эмпатии? Ну ничего, они все равно, это у них приспособлены для этого специально, они созданы, и пофигу им. Смотрите, раз, Что? Кидайте. Ага, Туда вниз. глядите, давайте бросим. На, сдыми, як я брошу крыху. А я смогу добросить? Ну и все. Ничего они не Ну побачили. тогда вот сюда, на себе еще. Царская особа соизволила покормить уточек. Кто? Царская особа соизволила покормить качек. Я самый прекрасный человек. Я всемогущая, я царская, я королевская. Я лучше всех кормлю уток. Я лучше всех прекрасно кормлю уток. Лучше всех. Посмотрите, какой чудесный у меня хлеб. Это чудесный хлеб, выращен в стране Литва. Этот батон. Все королевский. Прекрасный. Я скоро приму прекрасный биль, закон о том, чтобы люди помогали тушкам. Может приму, а может не приму. И ось думаю, может приму, а может не приму, а может и приму. Только не знаю, не ведаю что. Сама не ведаешь что. Но я все равно самая прекрасная. Всё. А потанцуй еще, потанцуй. А как он там? Во-во-во, ну так. Я хочу сказать, что ну мой лучший друг, вы знаете прекрасно, кто мои лучшие друзья. Мы с ним прекрасно ладим. И что? Потому что я очень умею договариваться. Я договорился с уточками, я договорился с воронами. Теперь надо идти договариваться с голубями. Ты сделал? Сделку заключу и все. Будем все добро. Ой, да у нас такая уточка тут вот прям вот я стою, и она просто-таки справа. А вот видите, бачите, вот на вот вся рот этой массы, это как люди. Ось есть основная масса, так сказать, терпеливая такая, угомонилась там, улеглась, і лежать себе, і чекають, нічого не роблять, ну, как бы, щось для виживання, так? А есть такие, які вже відпочкувалися, і ось вище взлетели, і, до речі, получили вже собі більше корму. А есть вот такая, ось, глядите, одна, ось она одна. Вот она одна взяла и понимает, что вот если она подрулит вот так человеку, да, отдельно стоящему, как я, и такой сделает вот такой вот жалкий выгляд, вот такой вот она села, такая колесенькая, такая все. Конечно, ей тоже будут бросать больше, ее подкормят. Вот. Ну, короче, я что хочу сказать, что треба ніяк знаходить разные пути, разные, и самим шевелиться, предпринимать что-то, и думать, и креативно подходить до питания, и менять что-то, а не то, что вот все одно и то же, все хорошо, и мы гоноримся, идем только как бы плясать под одну дудку. Треба уже оркестр нам иметь, и флейту, и контрабас. Ось так. Ну, тут справді шмат. А що тобі казали тут люди? Ну так мы там подмерковали. Что? Политику? Нет. Трампа? Да. Не, я жартую. Як лепше кормить качек. Ага. Да. Да, у них от этого хлеба уже там все слиплось. Все попки. Они не какают даже. Где какашки? А вот это как какашки, да? Вот это какашки? Ой, мы топчемся по какашкам, ё-моё. Вот та уточка. Моя. Ну все. My pet. Ну все, ти 2 батона? Да. Ну, а казав, може будемо, ну, шмат. Ось тобі
Шмат батонов не бывае у минус 20 для тушек вильни, для качек. Все, пойдем далей. Наркуете выросли, наркуете по контуру, то есть столько людей уже кормило. Да. Ну так і добре, молодці, що люди думають тое, про що я звертаюся до людей. Не будьте абыяковыми. Вам хорошо, вам сытно, вам тепло. А ёсць тыя, хто мерзнуць, хто пакутуе, і хто голодны, і кому патрэбна дапамога. Менавіта вот зараз, менавіта вот просто ў дадзены момант. І, дарэчы, ва Украине. Ніколі не стамлюся паўтаряць. Там больше не произойдет. Заўсёды думаем про Украину, а не про себе любимых. Итак, вот позади застается та диаспора вся, и мы вертаемся зараз крыху назад. Уже вілі злева от мяне, от нас. Ось. Мы вырашили уже далей до Няреса не ісці сёння, як сказала, мы сходим у інший. Я жоўта-блакітная вся, блакітна-жоўтая, тому что наша прогулка, мое ставление до прогулки, менавіта присвячена, самі ведаеце, кому. И мы вертаемся, куды, скажи? Давай правее, ну что мы насустрач видим? Нет, это все место, где Так. мы звичайно проводим наши пикнички. Да. Зараз мы уже... Ты замерз, правда? Нет, нормально. У меня... Я же он. Не, ну да, Шевелюся. ты руку еще больше, чем я. Это, конечно, тримаю камеру и весь час как бы. Але у меня почали уже не только... Как ты говоришь там этим? Сморкачи. Не только сморкачи. Замерзли. Да, Зачем? значит, у меня уже... Ну, они не замерзли, ну, как бы я ж так же. Сяднейшие выделения замерзли. Такие же. У меня Какой ноги месяц ты почему... бачила? А? Месяц ты бачила? Вон подключился. Да, зараз... Он полный вообще. Ну, зараз покажем. Я же не могу одномоментно. Значит, вот это я к Сонейку повернусь. У меня почали зябнуть криху ноги уже. Треба, ну, я стояла больше, так? Поколи Лешка кормил. А коли стоишь, не починають зябнуть. Треба істи, рухатися. І права рука, як завсюди, тому що завсюди здимаю пальчатку. Ось. Здимаю пальчаточку. І потім опять бранаю, ну і рука стине. А ми йдемо. Я вам казала. Ага, і зараз покажу місяць. І ось там над лесом, над лесом, над сусветом выпростал крыло золотистый. О, глядите помеж ветками. Олежка, иди сюда глянь. О, Ну, так, О. там ветка закрывает, там все не время долго. ну конечно, только там, где ты стоишь, зачем? там только там бачно месяц. Ось такі, ну, ага, ну там было не поміж ветками, а тут не поміж, а там поміж. Ой, вот чесне слово. Ось так пригоже. Ось так само повний місяць, і тому такі морози стоять. Будем сподіватися, что покуль показано так, что в наступную пятницу только почнется минус 10, минус 11 ночью. Это лечите, что это одлига. Потому что ось сегодня ночью будет минус 24, альбо 25. Наступной ночью что-то такое. В общем, этими двумя ночами будет минус 24, 25. А вот отсюль вообще самая лепша башня. А ты, папуся, не дошел.
Ой. Ось, глядите, як прихожа. Все уже подходит к этому месту, я уже уже квитки уже надо продавать. Ось ми і дійшли до нашої скамеечки. Ми йшли ось оттуль. Прийшли. І зараз криху папуся накриє полянку. Але ми сьогодні так, у нас такой, это, как это сказать, худкостный вариант. Пикничок вариант худкостный. То бок мы не будем садиться, сидеть, расстилать все это, потому что уже и темнеть починає, и а головне, ми замерзли. Темнота нам, она друг молодежи, сябр. А ми ж молоді з папусі, так? Ось, тому темра – это наша сябровка. А ось холод, да, и все ж таки, ось хочу криху испытать то, что испытывают зараз в Украине. Вот этот холодомор. Ну, у нас там есть и у термосе горячая кава, есть еще перед кавой есть, как бы согреться изнутри. А как же? Мы люди дорослые, мы люди веселые, и мы любим життя. Я особливо во всіх її проявленнях. Ось. І зараз поглядим, що там готово, папа говорит. Папуся, что же у нас готово? Что нам лёс могутный, лёс по членам яркий, а пошли день студеня. И уж тады мы вернемся додому уже опосля. Итак, ось... Компот. Да. А, у меня ж есть этот подносик. Всё Ти уже, потрібно? всё, не А, треба ну тут добре. подносик. Ай, будем на скамейку ставить. Добре. Сегодня такие вариант лайт, худкостный пикничка. Ну, ось наш пикничок и наша прогулка подойде неўзабаве до свайго концу. За студень. За студень 26 года, які был войдзе ў гісторыю. Ён, да рэчы, Холодные, але мы такие напруженные в студень. ён і Такие- по падзеям напружаны, Да, просто і по такие. надвор'ю. А ты чытаў, што ён по надвор'ю пабіў рэкорды за Лихоманковый студень. за колькі-то гадоў Ну, такого, всё, хорошо. да, снежнага і марознага. Значит, вялікі дзякуй вам. З вами были Олег и Маріанна. До наступних зустріч. І кікіто варто. Тільки поснимать его.